Павловна Трегубова, директор лицея 1525, Константин Давыдовна Дашвили, зав. Центром, Александр Владимирович Леонтович, директор Дома научно-технического творчества молодежи, главный исследователь всем организации Милсет Антуан из Бельгии, разговаривает по-английски и по-французски. Екатерина Михайловна Иванова, переводчик. Я попросил министра иностранных дел, отца пионеров. Да. Буквально несколько слов, да, Николай Николаевич. Ну вот, я, например, очень тронут, что я связан на дрон. Это моя любимая птица. Ведь вы помните, я думаю, вы упоминаете о том, что птица дрон — это символ фонда, который создан для спасения животных, ну, незабвенный Джеральд Дарроу, который мы сели по его книгу, вы помните, который создал на острове Джерси, создал свой уникальный заповедник и зоопарк, в котором он сохранял многих совершенно исчезнувших в природе птиц, ящериц, змей, и размножал их и снова возвращал в природу. Это удивительно, конечно. И вот дрон — это для нас не только дорогая, так сказать, находка на острове Маврикий, но и напоминание о том, что вот от него остались реально вот только вот эта лапа и вот эта кость, и все, и ничего больше. Птица, которая жила еще в 1400-х годах, она была там, ее было полно на острове. Приехали, ловили, ели, убивали, не думали о том, что она просто исчезнет вот так. Чучело сделали, ну, ты все это рассказывал в докладе, да? И потом ее чучело выбросили. Вот из такого музея, моль завелась, выбросили чучело. Потом говорят, слушай, следующего надо достать, поехали. А ни одного не осталось. Побежали на помойку, разрыли, нашли остатки этого выбросенного чучела, отснимали. И все, и ничего больше. Знаете? И даже в Московском музее, вот, в музее МГУ у нас в университете, лежит даже не это вот, а пластилиновый слепок с этого, чтобы так напомнить, что такое существует. Один экземпляр какой-то высохший лап этой птицы. Вот как важно знать вовремя, все изучать вот всех наших живых птиц, особенно те, которые в Красную книгу занесены, чтобы, не дай бог, они не повторили судьбу дрона. Это для нас большой урок, очень интересный твои исследования. Спасибо, дорогая. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мне страшно радостно присутствовать сегодня на конференции. Вот. Я бы хотел сказать, пожелать вам следующее. Очень часто сейчас от вас требуют практической значимости ваших исследований, ваших работ. Ну что это значит? Вульгарные трактовки практической значимости предполагают, что ваши результаты можно будет продать. А что значит продать? У нас вот недавно выступал Сильвестров Сергей Николаевич, там директор Института экономики. Он сказал так, что уметь продавать — это значит уметь использовать и подлавливать человеческие пороки. Потому что выгодно продать можно только что-то связанное с пороком. Да? А вот наращивать действительно серьезный экономический, так сказать, потенциал можно только по крупицам, очень медленно. Как можно наращивать наше сознание, нашу культуру, только очень медленно, шаг за шагом, постепенно. Вот я хочу вам пожелать, чтобы вы понимали, что главная практическая значимость ваших исследований, ваших работ в вашем развитии, в наращивании вашего кругозора, в расширении ваших жизненных горизонтов, в повышении качества вашего общения. А продавать, ну, конечно, тоже надо уметь, но это всего лишь одно из средств, один из маленьких инструментов для воспроизводства ваших интеллектуальных и нравственных сил. Успехов вам! Спасибо. Пожелаем Никите хорошо закончить доклад и получить высшую оценку. Спасибо. Все подписано, сегодня надо идти на... Да.